Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Зовут меня Хузин Рустем. Я закончил художественную школу в Нижнем Ломове Пензенской области, потом 5 лет художественное училище в Пензе и 5-6 лет Академия имени Глазунова в Москве. Ну, не имени Глазунова, должна была она быть имени Васнецова, но Российская академия живописи военной изучится. И потом 3 года стажировался здесь под руководством Хариса Абдурахмановича Якупова. Примерно с 2005-2004 приблизительно я в свободном плавании преподавал от подготовительных курсов до диплома. Я довел ребят в группу в Фешенском училище Казанском. Вот. Сейчас я работаю как свободный художник. Ну, езжу, преподаю, провожу мастер-классы по всей России. То есть я преподаю в училищах Пенза, Пермь, потом, значит, в Ярославле я был. Почему я езжу и преподаю и считаю это необходимой обязанностью своей? Во-первых, потому что тот путь, который я в своем искусстве исповедую, да, это путь реалистический, это реалистическая школа, она нуждается именно в сохранении традиций. То есть мало того, что художник должен достичь определенного уровня, он должен еще и постараться передать эти знания, потому что это длительная школа, мы не случайно художники учатся так долго, потому что в течение всех этих лет изучается как материальная природа, из чего состоит мир, тот материальный мир, который нас окружает, но изучается прежде всего человек. Вот. Человек, его структура, его устройство, его психология. Мы изучаем разные науки: эстетика, этика, философия, множество исторических наук. Вот. И все лишь для того, чтобы в конечном итоге из нас получились люди, которые помогают обществу. Это я говорю о идеале, да, вот какой должна быть профессия художника, для чего она нужна. То есть мы должны создавать те небольшие зеркала, желательно, чтобы они были чистыми и не кривыми, да, в которых наше современное общество, глядя, или, при взгляде на которые общество бы увидело свои и хорошие стороны, и плохие, да, и могло двигаться к совершенству. Ну, то есть это так, может быть, пафосно звучит, но в принципе в своей природе профессия художника нужна именно для этого. То есть мы наблюдаем красоту вокруг нас, собираем по частицам распределенную красоту в этом мире. Как правило, она разбросана, да, мы изучаем, мы ходим на природу. Вот до этого у нас был разговор, и меня спросили, а как вот такие яркие получаются? Вот акварель, вроде бы она такая сдержанная, да, но в то же время, а у вас как-то ярко получается. Ну вот я говорю, что художник, он концентрирует какие-то вещи, да, собирает их, как сливки на молоке. Именно для того, чтобы какие-то вещи мы можем усилить для того, чтобы обратить внимание людей на то, что на самом деле мир вокруг прекрасен. То есть жизнь, она сложна, она полна испытаний, но очень много того, что помогает человеку эти испытания преодолевать. Вот. Ну и, конечно, в основе этих вещей любовь. Вот. А любовь – это часть вообще красоты, да, вот науки о прекрасном. И то, чем занимается вообще художник, как часть этого общества, это, конечно, мы работаем, мы ищем, мы создаем, мы открываем для себя формулу красоты. Она многогранна. Вот. И как сказал один классик, красота спасет мир. А как сказал один из наших современников, музыкант, сейчас наступило время, когда надо спасать саму красоту. Вот. И искусство во все времена вообще занималось тем, что обращало внимание, воспитывало взгляд человека, сердце человека на то, что вокруг красота существует, она растворена, ее надо просто уметь увидеть. И помогала зрителю, да, простому человеку воспитывать тягу к красоте, любовь к красоте, да, стремление к красоте. Вот. И помогала таким образом человеку облегчать вот этот экзамен жизненный, да, вот этот экзамен под названием «жизнь». То есть понятно, что мы в этот мир пришли не просто так. Вот, не просто так. Вот, и поэтому вот в целом на этой выставке представлены разные жанры. Я занимаюсь станковой живописью. Станковая живопись означает, значит, это когда картина стоит на станке, мольберт. Все себе представляете мольберт, да?
Есть монументальное искусство, это храмы, это росписи стен, это мозаики, такие большие форматы, вот, которые наблюдают со стороны, они могут на стенах различные архитектуры зданий, могут быть внутри помещений. Вот. Есть миниатюра, которая встречается в книгах, да, а мы занимаемся это что-то среднее, которое, стоит на мольберте, и я могу, но и там, и там, и там, и в большом искусстве крупном, и в маленьком, и в моем среднем, да, станковой живописи, как бы среднеразмерным, искусством называю, стоят одни и те же задачи. Создание произведения, которое, а, призывает человека к размышлению. То есть мы создаем что-то наподобие рассказа, да, но только в красках, посредством краски, цвета, точнее, линии, пятна, тона, колорита, да. Э, это вот инструменты художника-живописца. Это такая же задача, как у композитора, да, в музыке, у писателя, у литератора и так далее. Вот. Только мы это делаем красками, цветом, через цвет, посредством именно тех инструментов, которые есть у нас в профессии. Вот. И вот в станковой живописи есть множество жанров. Портрет, натюрморт, пейзаж. И самым сложным считается картина, жанровая картина, фигуративная картина. Вот. Потому что она требует знания всех предыдущих жанров, которые я перечислил. Да? Конечно, каждый художник, я в том числе, стремлюсь к этой сложности. Да? Даже если я ее не достигну, вот, э, это все равно сам процесс заставит меня работать над собой. Вот. И поэтому здесь, на этой выставке, представлены работы, очень много здесь этюдов. Да? Художнику, реалисту, живописцу необходимо работать много на натуре. Мы ездим много, путешествуем. Почему? Потому что для того, чтобы создать какой-то образ из прошлого, да, создать какое-то историческое полотно, конечно, я должен свободно владеть, то есть у меня должен быть богатый словарный запас. Ну, конечно, я должен что-то читать и из исторической литературы, я знать какие там события, когда они происходили, их подоплеку, что-то уметь я должен сочинять, у меня должны быть композиторские способности, да. Вот. Но в то же время я должен это написать, опираясь на понятие красоты. То есть я должен это сделать эстетично, красиво. Вот. Ну, это современная тенденция, знаете, унитаз, говорят, поставить, и, значит, то есть они идут от противоположного, то есть там идет антиэстетика. А все классическое искусство строится на понятии как раз эстетического образа, да, когда мы создаем то, что является продуктом прекрасного, да, то есть опирается на законы красоты. А красота, она многогранна. Там есть равновесие, там есть динамика, есть там статика, движение и покой. Все это одновременно совмещается. Там есть и равновесие, да, там есть гармония красок, это если мы говорим о колорите. Там есть ритм, что напоминает о сердцебиении человека, да, ритм жизни, ритм дней, ритм лет и так далее, времен года. Все повторяется. На самом деле картина — это уменьшенная модель мира. Если мы вообще вернемся к первоистокам вот этих вещей, то мы поймем, что вообще изначально, а, значит, это так будет следующий вопрос, который я тоже потом затрону. То есть разрешена ли в исламе там изображение, да? Я по вероисповеданию, я мусульманин. И у меня был в свое время вопрос, мне кто-то сказал, что вообще нельзя живых изображать. То есть и вот это сочетание между молотом на Кагане, между небом и землей, мне известно как никому, потому что я даже хотел бросить академию. Вот. Но хорошо, умные люди как бы мне подсказали, и вовремя я нашел ответ на эти вопросы. Так вот, немножко сбился в смысле. Когда мы создаем понятие красоты, оно очень многогранно, и мы изучаем именно эту формулу красоты. Пишу ли я человека, да, изображаю ли я натюрморт или историческую сцену, я всегда изображаю лишь то, что я когда-либо видел. То есть вот когда говорят: как вы хорошо сочиняете», да, я не сочиняю. Я могу лишь вспомнить, да, и уже на основе этого, да, сочинить, но на основе увиденного. Никогда я не смогу написать и нарисовать то, что я никогда не видел. Поэтому задача художника и все эти годы, о которых я сказал, учеба, они включают в себя постоянное наблюдение, постоянная студия,
постоянные тренировки, приучение, да, своей руки, сердца, глаза видеть, наблюдать красоту и еще уметь ее изобразить. Вот. Именно на это уходят эти годы. Наверное, так долго, как мы, еще врачи учатся, да? Но на самом деле в основе каждой профессии вот это бесконечное совершенствование, оно лежит. Вот. Ну, а если мы в истории человечества, я тогда писал статью, в которой было, я просто написал, что нам необходимо, я искал причину, почему вообще профессия умирает, может быть, не умирает, а она так не востребована сейчас в нашем современном обществе. Я просто пришел к выводу, что нам, просто художникам, людям творческой профессии, необходимо вернуться к духовным первоосновам своей профессии. То есть, когда то, ради чего вообще профессия возникла, исчезает, понимание, да, исчезает и профессия. Вот. Вообще первым человеком считается художником. Вообще в истории даже ислама, как ни странно, да, первым художником является пророк Идрис, мир ему. В каком-то поколении он один из потомков Адама, он был портным, шил одежду. И когда он шил одежду, он также был живописцем, считается первым живописцем. Он шил одежду, он начинал шить с именем Всевышнего. И когда, если он забывал упомянуть имя Создателя, он распарывал эту строчку, возвращаясь снова с именем Создателя, начинал шить. То есть вообще это Богом данная профессия. И если мы говорим о красоте, да, и вспомним хадис пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и приветствует, Всевышний прекрасен и любит красоту. То есть, работая с прекрасным, ища эту красоту, наблюдая ее, изучая ее, да, мы на самом деле ищем Всевышнего. Джамиль, Аллах прекрасен, да, то есть Джамиль — это имя, одно из имен Всевышнего. И поэтому, как бы я это ни называл, да, я чувствую, когда я работаю над картиной, мое сердце успокаивается. То есть какие бы проблемы ни были, я сажусь за живопись, за холст, я отвлекаюсь, я погружаюсь в какое-то другое состояние, и я забываю о своих проблемах. Ну, я преподаю, ко мне приходят многие ученики, и после сеанса живописи они встают и говорят, как будто бы отдохнули вообще. То есть, ну, спасибо, вот мы, говорит, отдохнули. Даже вот кто люди приходят на выставку, если пройдутся, работы посмотрят, они говорят, да, вы как будто бы вот съездили куда-то на отдых. Я всегда радуюсь, если я слышу эти вещи, потому что э, моя задача как художника написать такое произведение, которое успокоит сердце человека. У нас были дискуссии, ну, среди художников всегда идут такие дискуссии. Кто-то говорит, вот надо писать такие картины, чтобы крышу срывало, да, чтобы тебя заметили обязательно. Я говорю, Саша был, вот у меня коллега, он и сейчас есть. Я говорю, Саш, сейчас и так крыша сорвана. Агрессивная информационная среда, пространство, да, вот это агрессивное. А, сейчас нужно успокаивать сердце человека, успокаивать. А в Коране Всевышний говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Аля бизикриллахи татмаиннул кулуб». Только вспоминая меня, успокоится сердца людей. То есть и поэтому художник, он ответственен за то, что он делает, да, отвечает за то, что он, с каким состоянием он вообще пишет работу. Я думаю, что, наверное, люди отказываются именно от живописи, от искусства, потому что сами художники не могут дать такой продукт, который бы действительно радовал сердце человека. Я знаю, среди многих моих коллег, они вообще не придерживаются вот таких, скажем, таких позиций, такого мировоззрения, да, и не задумываются многие над этими вещами. Вот. Но вот здесь, на этой выставке, ни одна работа не написана без имени создателя. Да? То есть мы выходим, например, на природу, и я люблю ездить на Урал, я беру омовение, как перед молитвой, да, одеваю чистую одежду, выхожу и стараюсь никакие мысли не пускать в свое сердце. И только в этом состоянии, чувствуя себя частью природы, я могу рассчитывать на то, что работа получится, хорошая работа получится. То есть, а в этюдах задача у меня какая? Как можно точнее взять вот это состояние природы, взять отношение как можно правдивее, да? Вот, и если вы почитаете классиков, даже вот русского искусства, да, я очень люблю русскую реалистическую школу. А, там основной задачей, да, в произведениях являлась правда, основной целью. То есть правдивое изображение читаешь у одного, да,
Второй, значит, пишет: «Я не заканчивал работами над одним произведением, прежде не удостоверившись в правдивости того, что делаю, тысячекратно. Тысячекратно, пока я не убедился, что это правда то, что я написал, да. Поэтому постоянно работа с натурой. Проверяем освещение, среду, в которой я пишу, точные пропорции, да. То есть реалистическая картина, она требует, ну, обращать внимание именно на эти вещи. Вот. Поэтому, и то, что касается исторического полотна, да, здесь есть исторические полотна, да, в которых, ну, я бы не стал себя так громко называть историческим живописцем. Я хотел бы как можно больше сделать в этом направлении. Почему? Потому что у татарского народа живопись, может быть, существует 100-150 лет всего лишь. У русского народа, да, братского русского народа больше 300 лет. Еще добавьте сюда множество академий, которые работают на визуализацию истории. Вот. А у нас нет. У нас. А что, у нас такая неинтересная история или у нас не о чем рассказать? Вот. А одна история Беляра. Там Беляр, археологи говорят, 0,03 вообще изучено всего лишь. Это был великий город. В 1236 году его площадь достигала 700 гектаров. Париж и Киев вместе взятые не достигали таких форматов. Лондон был 150 гектаров. То есть 700 гектаров. Сравните, да? То есть великий город русских летописей. Там производство ювелирки, различных ремесел, работали ремесленников, очень было много. Там все создавалось в промышленных масштабах. Правда, есть утверждение, что если бы Беляр не погиб, а просуществовал бы еще 50 лет, то ему бы все равно пришел конец. Почему? Потому что леса были вырублены вообще во всей округе. То есть для производства всего этого, значит, кузнечное дело, ювелирка, все требует, ну, дров, топлива и так далее. Да, где брали? Вот леса. Вырубались леса. Вот такое мнение. Это Зуфар Шакиров, мы с ним разговаривали, сейчас директор Белявского музея-заповедника. Вот, и он сказал, вот, да, много лесов было, вырубалось, да, активно шла вырубка леса. Вот. Ну, вот так судьба такова, что город потерпел поражение и был стерт с лица земли в 1236 году, когда монгольские объединенное, значит, войско чингизидов пришло и взяло в кольцо Беляр. Город был уничтожен, потому что оборонялся. Вот. И даже началось завоевание Руси. Вот. Но история, конечно, очень интересная, да, она будет еще открываться. И мне хотелось бы, на самом деле, чтобы историки, наши татарские историки, очень плотно работали с художниками, да, и чтобы мы тоже работали вместе. То есть, потому что истории очень много издается, допустим, исторической литературы, которая не иллюстрирована совершенно. Или иллюстрируется очень слабо, да, и от этого, ну, доверия к ней тоже, скажем так, мало. То есть слабая иллюстрация или слабый художник. э, Вот. То есть это к вопросу о том, нужна ли изобразительность вообще, или нужно ли изобразительное искусство вообще татарскому народу даже, да, в республике. Вот. Мне очень хотелось бы, чтобы в республике обратили внимание на этот вопрос. Вот. Нужны музеи, свои музеи. Да, у нас является корифеем татарского искусства, я бы так сказал, Харис Абдрахманович Якуб. Но он номер один живописец был еще Лутфулла Фатахов, его родственник, да, по живописи. Их никто не превзошел, на мой взгляд. То есть это субъективно мое мнение. Но мне посчастливилось заскочить в последний вагон уходящего советского социалистического искусства. О, да, вот мне напоминает, что время идет. Я как бы, видите, как меня надо останавливать. У нас, конечно, в республике особый колорит, да, относительно, и особое отношение к изобразительному искусству. Но знаете как, вот я, допустим, езжу на Урал, да, там есть вот эта культура собирательства. Люди покупают живопись, да, искусство собирают, у себя картину вешают дома. У нас, значит, я часто сталкиваюсь с таким религиозным неприятием, да, вот, значит, что живопись — это не традиционное татарское искусство, да, ну, то есть не свойственно для татарского народа, а вообще для культуры. Вообще, там, где я учился, всегда отмечали, что татары обладают, татарский народ, да, я сейчас уйду просто от этой конкретики, это очень талантливый народ.
Так же, как я считаю, что и каждый народ, он очень талантлив. И не случайно Всевышний создал нас племенами и народами, да, чтобы мы познавали друг друга. Вот. Но у татар есть особое чувство цвета, чувство ритма. И Харис Абдурахманович Якупов, будучи советским художником, он всегда боролся с попыткой неких сил сделать наш народ, ну, скажем так, отодвинуть его от академических наук. Понимаете, есть определенные искусствоведы, да, которые... Харис Абдурахманович так говорил. То есть он говорил, что я, говорит, не понимаю, почему считают, что татарский народ не способен на высокое академическое искусство. То есть, если говорим о живописи, да, то обязательно начинают поддерживать художников там, в данном случае, вот сейчас у нас, да, Шеймарданов Альберт, художник наивного направления, который нигде не учился совершенно, да, но он уже, значит, ну, он человек уже, который получил звание даже. То есть люди, которые закончили академии, которые много сделали для а, именно для культуры и для искусства Татарстана, никак не поддерживаются. Наивное направление, когда, ну, вот как дети рисуют, вот, ну, то есть это пиросмани возьмите там, ну, чем проще, тем, значит, есть какая-то, есть концепт, есть какая-то идея, и я не против художника говорю, да я просто говорю о том, что у каждого искусства, да, вот наивное искусство, ему не надо учить. Есть особо одаренные там самородки, которые вот они от природы могут рисовать, даже не учась нигде. Ну, это наивное искусство, вот. И надо поддерживать, надо. Надо вообще, если люди рисуют, и давать возможность реализовывать себя. Но очень важно поддерживать профессиональное искусство, да, то есть и не ставить на одну чашу весов, допустим, там, физик-ядерщик, да, там, или, значит, человек, который просто на досуге физикой занимается. Это две разные вещи, да. Почему? Потому что ну, вот у каждого направления свои задачи. Вот наша история, она требует именно такого профессионального отображения, да, нужны книги иллюстрированные, хорошие, да. В советское время издавались такие книги, их очень много, а почему их не переиздавать? То есть это вопрос книгоиздательства, к издательству вообще. Должна быть политика в сфере, вот, в сфере вообще изобразительного искусства, она должна поменяться. Ну, и, конечно, нужно спрашивать мнение у профессионалов. Как вот кто-то сказал, один из академиков, что ну, вообще заводом должны инженеры руководить, а не менеджеры, да? Точно так же, как сферой искусства должны заниматься люди, которые разбираются в искусстве. Вот. И я вот говорю о своей... Это моя боль, да, можно сказать, что очень много периодов, допустим, булгарская, да, период Булгарии, потом идет Золотая Орда после завоевания, монгольского завоевания, потом период, значит, завоевания Иваном Грозным, да, после взятия Казани, то есть пребывание, значит, уже в составе татар, в составе русского государства. Там тоже очень много интересного, и это надо все показывать. Советское время, да, когда уже царский период. И я вижу, что вот даже татарский народ, он был всегда внутри российского государства, да. На Западе есть очень множество проектов по разделению России именно по вот этим, скажем так, векторным точкам и направлениям. Вот. Но татары всегда были и являлись движущей силой внутри российского государства. Вот со временем, вот так сложилось, что мы вошли в состав России, да, и мы всегда являлись таким моторчиком. Знаете, сколько русских фамилий, да, татарского происхождения? Вот. Я сам татарин, который вырос среди русских, да, получил образование в русской школе, хотя у меня папа с мамой говорили на татарском свободно. Но когда я приехал сюда, я, например, я не знаю татарского языка так же, как я знаю русский язык. Ну, так сложилось. Я встречаю к себе такое отношение, то есть такое предвзятое отношение, что я, ну, раз я не знаю татарского языка, так как я, допустим, говорю на русском больше, да, то, значит, как-то это, ну, я ну, не совсем, скажем так, полноценный, что ли, татарин. Вот. А мне, я как раз считаю, что сила России в том, что при наличии множества республик, языков, народов, да, мы являемся одним государством. И наше богатство, наша сила как раз... Вот когда я был на Урале, я видел вот эти уральские камни, они цветные очень. Вот простой камень серый ты пройдешь, его не заметишь, а вот уральский камень цветной, он разный. И каждый народ, он вносит в эту копилку, вот в этот большой котел свое.
Вот это очень важно. Вот. И то, что я как раз вернусь к настоящему академическому искусству, о котором как раз говорил Харис Абдурахман Чикупов. Да, и мне посчастливилось учиться у него 3 года, и я увидел, и мы, к сожалению, мало изучаем это советское искусство. Почему? Потому что, ну, это были люди, кто-то говорит, это была эпоха атеизма. Нет, я бы так сказал, что это не была эпоха атеизма. У меня отец учился в Академии Жуковского, Гагарин учился на 2 курса раньше. И вот мой отец, уральский татарин, приехал в матери, когда запустили в космос спутник, он приехал к маме своей, она была бы стая. Она знала арабский язык, да, значит. И он мне сказал: "Мам, Анием, а, человек в космос вышел, там, говорит, Бога не увидел, там не увидел, Аллаха не было там". То есть вот, и она, говорит, заплакала, когда услышала, он, говорит, заплакал, говорит: "Сынок, ты совсем как кафир, говорит, начинаешь говорить, да?" Кафир, то есть неверующий. И он мне потом рассказывал, да, когда уже бабушки уже не было, да. Я, говорит, поклялся после этого, когда я, говорит, увидел слезы матери, что я никогда ее больше не расстрою никаким подобным вопросом. Но я видел своего отца, я знаю его, да, он всю жизнь искал и задавал себе эти вопросы. То, что 70 лет вот этого, как сказать, запрещали религию, это не означает, что в сердце человека отсутствовал поиск Аллаха. Поиск религии, ответ на вопрос, куда я иду, откуда я пришел, да. Он все время: "Сынок, пойдем работать, иначе думать хочется", он сказал, да. То есть они размышляли, но они не могли ответы на эти вопросы найти. М. И поэтому искусство, да, искусство, с одной стороны, настоящее искусство не может, конечно, дать ответы, вот как философы его дают, да. Искусство дает ответы на уровне, скажем так, ощущений и эмоций, да. Вот когда человек видит картину, и он говорит: "Слушай, как здорово". Он что-то чувствует, но он не может это объяснить, да. Но вот чтобы такое произошло, и чтобы что-то поменялось в зрителе, когда он смотрит настоящее реалистическое искусство, художник должен для себя иметь ответы на эти вопросы. Вот для чего он вообще ищет красоту, почему он должен писать, да? Я просто ответ на этот вопрос нашел именно в религии. Я помню, мне 4 поставили в Академии Глазунова, потому что я много говорил об исламе. А у меня тема была портрет имама. Я должен был рассказать о том, что, что такое ислам, да? Передо мной была православная девушка, она рассказывала там полчаса, а мне поставили 4, потому что я, значит, вот, ну ладно. Вот. А я тогда бы сюда не смог приехать. Ага. Если бы я там остался, потому что я должен был сразу, я тогда автоматически, если была 5, я автоматически поступил в аспирантуру. Вот. А так Понял. не прошел, да, ну, то есть это судьба, да. Я приехал сюда, я очень люблю Татарстан, я считаю, что это самый удобный для жизни регион в плане того, что связь с деревней не потеряна, да. Люди знают цену сельскому труду. Есть свои минусы, есть плюсы, да. Но я очень люблю Казань, я очень люблю этот музей. Вот. И благодарен очень Казани в том, что я вот, как раз получил здесь образование у настоящих художников. И вот Харис Абдурахманович, он сказал, когда я писал первую свою работу в аспирантуре, у меня была вот она здесь, "Приятие блудного ислама" в 922 году. Я 4 года к ней готовился, 2 года ее писал, и он мне помогал всячески вообще. Советский художник помогает писать "Принятие блудного ислама". Он говорит: "Вы счастливые люди. В наше время нам этого не разрешали. Нам этого не разрешали". О. А все, что касается вообще изобразительного искусства в Татарстане, в Казани, сделал Харис Абдурахманович, с его участием было сделано, потому что это было очень сильное поколение. Настоящий разведчик прошел всю войну. Они пришли и выстроили все. Это был, кстати, первый выставочный зал советских художников. Художникам негде было работать, да, ничего не было. Страна, представляете, 1000 с лишним городов было разрушено вообще до основания. И все это подняли, а потом в космос человека выпустили. Какая система образования была и экономика была какая, да? Какая мотивация у людей была. Вот. И мне посчастливилось с этими людьми общаться. И я очень благодарен, судьбе, да, Всевышнему, что мне повезло. Вот, повезло учиться в его мастерской. Я увидел, как он смешивает краски.
он мешал не на палитре, а прямо на холсте. Вот удивительно, да, вот сам процесс, я просто коснусь его. Чем больше мы мешаем казалось бы, да, мы должны же видеть, что же мы намешали, чтобы перенести туда. Но у каждой краски, у каждого цвета есть энергия. И вот когда мы ее мешаем, получается серая, да. Чем больше мы мешаем, тем больше грязи потом получается на холст, перенос. И краска теряет энергию. А он показал, и вообще именно они открыли этот способ, когда они только берут краску кистью и замешивают прямо на холсте. С целью, чтобы энергия поиска осталась в холсте. Есть такое понятие, как энергия поиска. Я когда писал, у меня, значит, был картон нарисован, и я вроде 4 года собирал материал, да, и я пришел к тупику. Не могу придумать, вот фантазия как будто бы иссякла, все. Приходит Харис Абдурахманович, говорит: все, давай, переходи к холсту. Я говорю: Харис Абдурахманович, как? У меня же еще вот это не так. Вот смотри, говорит, основные моменты ты же сделал, основные точки ты уже нашел, узлы нашел, переноси на холст и там продолжай поиск. Иначе пусть, говорит, энергия поиска останется там. То есть это был для меня такой урок. То есть это ни один преподаватель до этого мне об этом не сказал. Ну, и я действительно, я перенес, и уже там искал небо, только я 20 раз переписал там, да. О. И не получится работа твоя, если она не пережита, да. Ты плачешь там, и вообще не получается у тебя ничего. И вот когда на последней стадии уже все, ты уже готов отчаяться, да, приходит помощь от Создателя. Находится решение. А мы пишем долго не потому, что мы, например, не можем точно изобразить человека, да. Мы этюд написали, поставили человека в форме, на кольчуге, да, написал я его, просто переношу сюда, на холст, персонажа. Нет, его просто так не перенесешь туда. Он еще должен подружиться со всеми персонажами вокруг него. То есть это живой организм. То есть мы, на самом деле, мы не соревнуемся с Аллахом, как нам говорят. Если ты рисуешь живого изображения, ты, значит, соревнуешься с Создателем. Я только такую логику здесь встречаю. То есть ни у одного художника нет вообще мысли о том, чтобы я мог соревноваться с Создателем, то есть в создании каких-то живых изображений. Да вы чё? Наоборот, если я яблоко даже не могу нарисовать, такое, какой его создал Создатель, то уж куда мне вообще, да? То есть, наоборот, художники, это настоящие художники, они преклоняются перед Создателем. Ты становишься скромным, потому что ты понимаешь, что без помощи Создателя ты ни один замок, ни одно решение, ни одна комбинация, а мы ищем комбинацию светлое на темном, темное на светлом, холодное на теплом, сочетание цветов. Тысячи комбинаций мы проворачиваем на картине. Соскабливаем не получается, снова поиск идет, да? О, это как алгоритм у этих, у айтишников, да, которые программы пишут. Я не знаю, как это можно с этим сравнить. Вот. То есть идет работа постоянно, и мозг обрабатывает множество комбинаций. Как это работает, я не могу это объяснить. Как сотконожка задумаешься, да, и упадешь, не пойдет дальше. Вот. Но это, на самом деле, это ремесло и эта профессия, она очень актуальна для нашего общества. Кто скажет: а что ты там напридумывал себе, сидишь сейчас сказки рассказываешь. Вы посмотрите, есть ли вообще вокруг хотя бы одна вещь, вокруг нас, которая бы была создана без участия человека, умеющего рисовать. Рубашка создает художник, да? Даже дизайн всех вещей, которыми мы пользуемся, все художник. Без художника не создаются эти вещи. Это очень нужная профессия. Только у меня просто отдельная специализация, да? Вот. И вот я когда встречался с малышами, я также в художественной школе провожу мастер-классы, я им говорю: будьте уверены, что если вы здесь, вы очень талантливы. Нет, неталантливых людей нет вообще. Просто, говорю, кто-то, если вам будет говорить, что художники не нужны, да, или там, что это за профессия, вот иди лучше на адвоката, юриста, тому. Нет, если вы рисуете, и вас тянет рисовать, значит, это ваш талант, ваша специфика, да? Потому что есть люди, которые мир воспринимают через цвет, математик через цифры, да? Кто-то там еще через что-то. Но мы, художники, через цвет, линию, силуэт. Это наша специфика. Нас такими создал Создатель. Но мы просто это должны, талант надо поставить на службу человеку. Есть хадис: познай самого себя, познаешь Творца, да? И искусство — это мощное средство познания мира
мощное средство познания самого себя и мощное средство для того, чтобы общество было гуманнее, да, чтобы оно было человечнее, чтобы оно не забывало о Создателе. А вы думаете, почему у китайцев, да, вот мы были когда в Китае с делегацией, значит, сидит огромный стол 8-метровый, и нам одного 8-миллионника города, значит, мэр говорит: вот вы, если сейчас вы остаетесь там, кроме меня были там еще профессора, я там был сам молодой, 8 человек. Вот если вы сейчас остаетесь, мы финансирование гарантируем вам под создание академии. Вот вы сейчас остаетесь, мы вам сейчас деньги сразу даем. Только оставайтесь. У них такое внимание к изобразительному искусству. Хотя религия там под запретом. Там, это атеистическая страна, да? А почему они так уделяют внимание искусству? А потому что это поиск, он прорвется, вот как вода, она ищет куда пройти. Невозможно этот поиск, который на самом деле поиск создателя. Человечество на 100% нуждается в создателе. И оно прорывается вот в поиск, в разный поиск, да, посредством искусства. Там же не говорится напрямую о создателе. Вот красота. Это у них разрешено. И на всех уровнях. Там по 300 человек сидят, в художественную школу поступают. По 3000, не по 300. У них такое внимание к изобразительному искусству. Их все окружает. Везде традиционные виды искусства. Вот. И они очень большое внимание уделяют. Они всех специалистов всего мира во всех сферах учителей приглашают к себе, платят деньги, вот, чтобы учить своих детей. Вот. А у нас такая единственная в мире трехступенчатая система образования в изобразительном искусстве. Художественная школа, училище, институт, да? В мире ничего подобного нет. В Советском Союзе была выстроена эта система, она дала свои результаты. Мы все выходцы из Советского Союза. Я имею в виду, что надо плюсы брать. То есть это наша судьба. И мы должны не отказываться, а брать и просто это обогащать свою жизнь. Ну вот смотрите, вот я просто вот так отвечу на этот вопрос. В человеке стоит чувство поиска, да, то есть я ставлю цель, достигаю ее, испытываю разочарование, опять ставлю цель. Вот это вот этот поиск, и внутри него вот такое священное томление. То есть моя душа, она чего-то ищет постоянно. Вот. И я испытываю разочарование. Вот я достиг чего? Вот я провел эту выставку, да? А что дальше, я спрашиваю? Дальше другая цель. А потом я спрашиваю, а за этой целью что? Опять цель? И что, так бесконечно, что ли? А в конечном итоге что? Куда я двигаюсь вообще? Ради чего я вообще пишу, да? И вообще, ради чего я живу? Ну, детей я вырастил, да, вот у меня дети подрастают, они вырастут, уйдут из дома, да? Я останусь один, а дальше что? И все, что ли? Душа не соглашается с этим. Душа не соглашается. Что мне вот эти 60 лет, 50 лет, 51? А я еще только-только вот начинаю понимать какие-то вещи, да? Вот мой потенциал души, он не на 70 лет. И вот эта моя душа, она говорит о том, что есть что-то большее за гранью того, что я вообще вижу этими глазами. Но сердцем я чувствую, что есть какие-то скрытые смыслы. Вот суть реалистической школы, да, проникновение вглубь, а есть скольжение по поверхности. Почему мы отстраиваем конструкции, внутренние конструкции предметов, когда изучаем предметный мир? Чтобы понимать, что есть невидимая часть, да, и что то, что мы видим, всего лишь то, что мы видим, а за ним еще огромный мир. И вот когда я спрашивал себя, я сказал, что я понял, что цель моей жизни, да, и мотивация огромная того, чтобы я жил и был нормальным человеком, и стремился постоянно меняться в сторону хорошего, она за гранью этого мира. И я беру, и я просто начинаю изучать традиционные религии, да. Ну, то, что было, я обратился к национальной культуре, к своим традициям, пошел в мечеть, да. И там я увидел, что, да, есть глобальная жизнь, цель человеческой жизни. И Всевышний говорит, мы создали вас и джиннов для того, чтобы вы меня познавали, поклоняясь. То есть познание – это расширенное познание, это цель, это глобальная цель человеческой жизни. А что познать-то? Через видимые вещи я познаю невидимые вещи, да? А чему учат пророки? Они учат скрытому миру, и их знания из скрытого мира. Разве я могу представить себе судный день или огромную площадь ответов, на которые я буду отвечать за свои плохие и хорошие дела? Никогда я этого не видел. Но я понимаю, что если бы у меня в конце академии не было экзамена, диплома,
то я бы не учился хорошо. Если бы я не знал, что меня спросят за мою учебу, да, я бы не учился хорошо, это моя природа. И поэтому я понимаю мудрость судного дня, наличие судного дня, где Всевышний будет спрашивать за хорошие и плохие дела. Хорошо, хорошо, подходим кто такой Создатель. А Создатель мы можем рассуждать только так, вот как, что для меня Создатель? Я могу о нем рассуждать только так, как я знаю из того, что я читал, да. И, видимо, так, как он захотел, чтобы я его познал, да. У него есть 99 имен, которые характеризуют его, да. Это он не подобен ничему. Есть такое понятие мухаляф тенхавадус. Все в мире делится на Творца и его творение, да. Творение не подобно Творцу. Сказать, что он где-то на небе или там, это значит его ограничить. То есть он был всегда и будет всегда. То есть вот из всего, что он сотворил, единственное творение, которое, скажем так, приближается к его природе, да, не имеет начала, но не имеет конец, это душа человека. А все остальное исчезнет. О. И когда я, даже зная вот эти качества Создателя, да, его гнев превышает его милость, да. Он создал этот мир не просто так развлекаясь. Он был скрытым сокровищем, то хотели, чтобы его познали, и создал этот мир. Вот. И он создал человека как венец своего творения, да, заложил программу развития этого человека внутри человека, создал его судьбу, о которой знает только он. Он создал путь добра и зла, и добро и зло, и он совершенен, как творец этих явлений. Смотрите, у каждого человека, я рассказываю лишь о своем пути, да, я не навязываю никому. Вы меня спросили, кто для меня Создатель, да? Вот скажи халва 100 раз, слаще от этого не станет во рту. Чтобы понять, какая халва, надо ее попробовать, да? И пророк так сказал у нас: в сердце каждого из вас есть один единственный путь к Создателю. Один единственный. И движение по этому пути есть религия. У каждого человека есть путь внутри сердца, да? Слушайте свое сердце. Вот если я вам скажу, что Создатель знает все, что будет и все, что было, да, ну, он скажет, это слова. Так вот, жизнь-то вам и дана, и мне дана, для того, чтобы я через свою жизнь, посредством того, что мне дано, моего таланта, да, моей профессии, моих способностей, моих близких, моих родителей, чтобы посредством этого я понял и осознал, что же это на самом деле такое, чтобы это не осталось у меня в словах, чтобы это я пропустил через свое сердце. И когда, как только я это пропускаю через свое сердце, я это понимаю на уровне своего сердца, это называется искреннее, я становлюсь искренним, искреннее исповедание. Искренне, это и есть религия. Религия – это движение по пути твоего сердца. Вот. А искусство, наука, культура, да, это средство познания. Искусство, оно, ну, из всех, поверьте мне, из всех, я соглашусь с этим высказыванием, да, медицина, наши фундаментальные науки, да, искусство, музыка, религиозные науки. Из всех этих наук есть наука познания Создателя. Она является самой ценной. Почему? Да потому что она знакомит человека и с этим миром временным, и с тем миром, и дает знания о двух мирах. И когда человек знает и о том, что мы видим, да, может изучать это через фундаментальные науки, и когда он может, а, доверивший, да, ислам – это доверие, религия – это, скажем так, ты доверился, да, поверил, установил мир с Аллахом. Вот. И ты доверился вот этим знаниям, да, и ты как бы обладаешь знаниями и там, и там. И в материальном мире твое крыло, другое крыло в том нематериальном мире. И ты можешь ими одновременно. И вот только в этом смысле вот единство внутренней и внешней формы, да, как у греков было, а это можно встретить вот именно в религии ислам, когда ты одновременно, как птица, машешь двумя крыльями. Вот. И поэтому даже сам человек – это две сущности в одном. Две сущности в одном – это, значит, душа из мира смысла, а тело из мира материи. И одинаково неприемлем ни голая духовность, ни голый материализм. То есть в ущерб чему-то одному. Поэтому человек – это вот два мира. Это мир души и мир тела. И надо одинаково внимательно относиться и к тому, и к другому. И поэтому волей-неволей мы все равно ищем то мировоззрение, которое помогает нам отвечать на запросы вот этих двух миров.
Я это нашел в исламе. Вот, и поэтому все эти работы, которые вы здесь видите, и историческая, и попытка сделать, значит, какой-то писать исторический жанр, и натюрморт, и пейзажи, и портреты — это все работы, созданные через призму этого мировоззрения. Вот. А судить уже вам, как говорится. Когда я сюда приехал, буквально это